Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Житель Нерюнгри получил 15 лет строгого режима за насильственные действия сексуального характера с 8-летней девочкой. 28-летний пьяный мужчина воспользовался тем, что матери девочки не было дома. Она приходилась ему гражданской женой. В суде он категорически отрицал свою вину, однако доказательства свидетельствовали об обратном. Моторная лодка столкнулась с плавучим краном на Лени. В момент происшествия там находилось двое мужчин. Инцидент произошел в 30 километрах ниже по течению реки от Алекминска. По предварительным данным, моторная лодка ушла под плавкран. Одного мужчину удалось спасти, поиски второго продолжаются. Были осмотрены береговые линии и акватории в районе места чрезвычайного происшествия, но пока безрезультатно. Якутская компания Seven Diamonds стала жертвой некачественной инкассации. Украли чемодан с бриллиантами общей стоимостью более 100 миллионов рублей. Как сообщил сотрудник компании Василий Савин, похищение произошло после ювелирной ярмарки в Казани. Якутянин передал ценный товар фирме, занимающейся инкассацией «Бринкс», после чего бриллианты и были похищены. По его заявлению возбуждено дело, причастные выявлены. Мы будем держать вас в курсе событий. Погиб двухлетний ребенок в ДТП на Покровском тракте Якутска. Пьяный водитель на Toyota Caldina с ребенком на переднем сиденье выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Toyota Vista. Ребенок погиб на месте, отец не пострадал. Медицинская помощь потребовалась женщину-водителю второго автомобиля. С места ДТП в республиканскую больницу доставили женщину с множеством травм. Сейчас она находится в реанимации под присмотром врачей. Мужчина помещен в изолятор временного содержания до решения суда. Состояние женщины, которая отравилась рыбой в Алекминском районе, врачи оценивают как средней тяжести. Ее перевели в палату интенсивной терапии. Напомним, что на прошлой неделе в Алекминскую центральную больницу поступило 2 человека из села Бескюль. Предварительный диагноз – отравление рыбой семейства осетровых. Все меры, принятые для оказания помощи пострадавшим, не смогли помочь мужчине, который скончался. По словам специалистов, ботулизм, у этого диагноза тяжелые симптомы. Даже при своевременно оказанной помощи пациента сложно вывести из кризиса. Лишь высокий профессионализм врача-реаниматолога и всего медицинского состава позволили спасти жизнь женщине. Оба поступили в Алекминскую ЦРБ в крайне тяжелом состоянии. Токсин ботулизма, он поражает нервную систему. В данном случае самое опасное – это межреберные мышцы, из-за которых человек не может дышать. Мужчина, к сожалению, у нас скончался, он уже был в возрасте. И женщину удалось спасти, она была переведена сразу в палату интенсивной терапии, где, анестезиологической бригадой в течение нескольких суток оказывалось реанимационное мероприятие. И вот на сегодняшний день уже женщина переведена в общую палату инфекционного отделения, и состояние ее уже расценивается как средней тяжести. Житель Алекминского района получил 3 года строгача за кражу продуктов на 1433 рубля. В начале января пьяный мужчина поживился 2 килограммами фарша, мясом утки, суповым набором, банкой растворимого кофе и десятком яиц. Подсудимый признал вину и раскаялся в совершенном преступлении. Активно способствовал его раскрытию, частично возместил причиненный ущерб. Однако ранее мужчина уже был осужден за аналогичное деяние. Отягчающими вину обстоятельствами суд также признал совершение преступления в состоянии опьянения в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору суда. С учетом ранее неотбытого наказания преступнику назначен реальный срок лишения свободы. Якутянин выжил после удара молнией. Житель Телегейского наслега Чурапчинского района Иннокентий Толстоухов стал жертвой удара молнии во время грозы. В минуту инцидента он разговаривал по сотовому телефону у окна своего дома. Рядом с пострадавшим находился старший брат, который увидел, что младший загорелся и начал его тушить. Пострадавшего незамедлительно привезли в Чурапчинскую районную больницу. Сейчас он находится в отделении хирургии. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. По словам медиков, его жизни уже ничего не угрожает.
170 человек в Якутии пострадали от укусов клещей только в этом сезоне. Случаи зафиксированы в Валданском, Нерюнгринском, Алекминском, Сунтарском, Хангаласском, Горном, Усть-Алданском, Ленском районах и в городе Якутске. Все укусы зарегистрированы вне населенных пунктов. Тему продолжит Анастасия Кобузева. Случаев заражения клещевым энцефалитом в Якутии нет, заверяют в Роспотребнадзоре. Самый надежный способ защиты от энцефалита, говорят специалисты, – вакцинация. Прививаться необходимо, конечно, перед сезоном. Прививка состоит из 2 уколов, поэтому нужно желательно его начинать осенью. Первая прививка будет осенью, потом весной, где-то в феврале, в марте месяце нужно получить 2-ю инъекцию, с тем, чтобы к моменту начала сезона укуса клещей, чтобы иммунитет выработался. К сожалению, горожане не знают, где можно встретить клеща и как обезопасить себя от укуса опасного насекомого. Мы же под деревьями не ходим, и клещ вот так вот он не ползает. Только на деревьях. Я в лесу бываю, вообще меня никогда клещ не трогает. Мазью от комаров брызгаюсь, и спреем от комаров брызгаюсь только. И все. А вы думаете, что спрей поможет от клещей? Я как-то не думал об этом. Самим не вытаскивать, в больницу ехать. И там уже вытащить и проверить на энцефалит. Укус клеща может обернуться серьезными последствиями для здоровья человека, вплоть до летального исхода. Поэтому лучше соблюдать элементарные правила. Встретиться с клещом можно и в городском парке, поэтому при его посещении лучше надевать светлую одежду и как можно чаще осматривать себя. Если вас укусил клещ, его необходимо снять и поместить в баночку с травинкой или влажной ваткой. После укуса у человека есть лишь 3 дня, чтобы обратиться к врачам. Они отправят его на анализ и выяснят, заразен он или нет. Анастасия Кобузева, Илья Сыромятников, Якутск. В Усть-Майский район, пострадавший этой весной от паводка, прибыл груз с продуктами питания и оборудованием. Резерв пополнен силами МЧС России. Тему продолжит Юрий Таюрский. На днях воздушными судами полярных авиалиний получены товарно-материальные ценности из Федерального резерва для пополнения районного резерва материальных ресурсов по линии КЧС. Этот груз необходим для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказания помощи пострадавшим от стихии. Бензогенераторы, мотопомпы, тепловентиляторы и кровати, к ним еще одеяло. Также поступили 2 зимние палатки 10-местные в варианте зимнего, которые можно будет использовать в зимнее время при отрицательных температурах. Сегодня исполняющим обязанности главы муниципального района Усть-Майский Улус-район Василием Илларионовым было подписано постановление о создании комиссии по распределению данной гуманитарной помощи по муниципальным образованиям. В течение 2 дней данная комиссия отработает все вопросы, касающиеся данной гуманитарной помощи, и главы муниципальных образований уже будут забирать гуманитарную помощь в свои муниципальные образования. После ликвидации последствий и аварийно-восстановительных работ муниципальные образования должны будут возвратить имущество в районный центр для дальнейшего хранения. Сейчас местонахождение данной гуманитарной помощи определено культурно-спортивный центр поселка Усть-Майя. Пока вся гуманитарная помощь находится там. Данный гуманитарный резерв позволит районной КЧС распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению и направлять его для оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Юрий Таюрский, поселок Усть-Майя. На этом пока все. Берегите себя.